Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов-112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы покажем пьяных водителей, которых задержали автоинспекторы во время ночного рейда. Согласны ли вы пройти освидетельственным прибором алкотестер? Кто-то ехал по встречной полосе. Человек просто первый раз в городе. А кто-то за 2 недели второй раз попадается за рулем нетрезвым. Расскажем о задержании 2 молодых людей на улице Васильченко. Я никуда не убегу. И почему претензии у автоинспекторов возникли не к водителю такси, а к его пассажирам. Ты тоже человек, мы все люди. А также выпили и пытали утюгом. Ударил его, и он там утюг приклал. 2 мужчин избили, пытали и обокрали собутыльника. Смотрю на кухне плазму, взял плазму. И тотальные проверки пассажирских автобусов. Этот автобус он совершает национальный. Какие вопросы возникли к перевозчикам? Вас не выгоняет, он говорит, вот там автовокзал, идите на автовокзал. Это и не только прямо сейчас. 3 человек, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, задержали автоинспекторы минувшей ночью в Казани. ГИБДД проводила специальный рейд по выявлению пьяных водителей. Среди задержанных были и те, кто уже попадался нетрезвым за рулем. Повод для рейда был: только за ноябрь в Казани в 3 ДТП погибли 4 человека. Из них 2 аварии совершили нетрезвые водители. Мне просто друг сказал, я просто в Казани редко езжу, вообще не езжу практически, неопытный. И он мне говорит, правильно езжу, я поехал по встречке. Автоинспекторы сильно удивились, увидев «Ладу», которая ехала по Кремлевской набережной от улицы Саид-Галеева в сторону Кремля по встречной полосе. Машину остановили, у водителя поинтересовались самочувствием. Вы не пили? Не пил. Трезвый? Да. Друг водителя, он же владелец автомобиля, не скрывал, он сам выпил, поэтому за руль посадил товарища. Рассказывает Сами из Мамадыша. Как ехать, ему не указывал, назвал только конечную точку – Дербышки. Дербышки? В Дербышке. Да. А откуда? Здесь Сасни. Человек просто первый раз в городе. Ага. Поехал, просто не знает город. Доказать, что на встречной полосе он оказался по причине незнания местности, а не из-за своего состояния на месте, молодой человек не захотел. Согласны ли вы пройти освидетельственным прибором алкотестер? Я хочу полиция свидетельство. Отказываетесь? Да. Я считаю, я не пил, потому что за это хочу, чтобы было свидетельство. Так вам проще доказать сейчас и все, что вы не пили. Как я докажу это? Города молодой человек, похоже, действительно не знал. В больницу его доставили через считанные минуты. Уже там он отказался и от анализов. Лишение прав ему грозило в любом случае за езду по встречной полосе. Но сейчас ему предстоит заплатить штраф в 30 тысяч рублей и лишиться прав уже на 1,5, а то и 2 года. Такое же наказание грозит и его товарищу, владельцу «Лады», за передачу руля нетрезвому водителю. Расскажите, почему вы нетрезвым за руль сели? В это же самое время на улице Габишева остановили «Тойоту». Комплект документов у водителя был неполный, страховку он предъявить не смог, ее не было. Состояние мужчины автоинспекторам показалось странным, от освидетельствования он не отказывался. Алкотестер показал больше 0,4 миллилитра чистого алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Примерно столько же показал алкотестер и у 40-летнего водителя этой «Лады», остановленной на проспекте Победы. Почему вы за руль пьяным сели? Ну, тест даже показал, что пьяный. Автоинспекторы выяснили, что в конце ноября он уже попадался пьяным за рулем. Был суд, который оштрафовал его на 30 тысяч рублей и лишил прав на 1,5 года. Но срок лишения наступает 4 декабря по истечении 10-дневного срока для обжалования. Сейчас его, вероятнее всего, ждет увеличение штрафа на 30 тысяч и, возможно, и срока лишения прав. Попался бы он сутками позже, то мужчине грозила бы уже уголовная ответственность. Сотрудниками госавтоинспекции города Казани было выявлено 39 водителей, нарушивших правила дорожного движения. Из них 3 водителя управляли автомобилем в нетрезвом состоянии. 1 водитель управлял транспортным средством, не имея права управления. В ноябре в Казани в 3 ДТП погибли 4 человека. 2 аварии произошли по вине нетрезвых водителей. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев, Вызов-112. 2 нетрезвых молодых людей задержали автоинспекторы на улице Васильченко. Они были пассажирами остановленного такси. Водитель иномарки, в которой они ехали, даже не понял суть претензий. Рассказал, что их просто вывели из машины, а спустя несколько минут увидел молодых людей уже в наручниках.
По приложению вызвали, я их провез 500 метров, все. Водитель такси рассказывает, получил заказ через приложение. Клиенты, 2 молодых человека, ждали его на остановке. Остановка там, адрес какой? Автобусная остановка, Левченко, что ли. Остановили его через несколько сотен метров. К нему у автоинспекторов претензий не было, а пассажиров вывели на улицу. Рассказывает, обернулся через несколько минут, они уже стояли в наручниках. Я никуда не убегу. Ты тот человек, мы все люди. Вдаваться в детали молодые люди не стали, но рассказали, что просто грубили сотрудникам полиции. Поэтому нас надели наручники, что ли, поэтому? Да, пьяный был, сам нарвался. Но у полицейских к ним были другие вопросы. Они заподозрили, что молодые люди забрали из закладки наркотические вещества и выбросили их при появлении стражей порядка. Юлия Гоголева, Константин Бушуев, вызов 112. 65-летнего мужчину пытали раскаленным утюгом, требуя у него деньги и документы на машину. Его несколько дней удерживали в чужой квартире. Спастись потерпевший смог только чудом. В преступлении сознались 2 мужчин, одному 32 года, а другому 43. Ударил его. Я ему там утюг приклал. Он рассказал все чуть ли не по минутам. Сперва вместе с потерпевшим выпивали в квартире общего знакомого. Мы распивали спиртные напитки, брали водку, чтобы он давал деньги. Когда спиртное кончилось, начался конфликт. Вспыхнул он на почве ревности. В результате 2 собутыльников избили товарища. Потом, увидев утюг, включили его в сеть и приложили раскаленную поверхность к груди потерпевшего. Пока потерпевший находился в шоковом состоянии, подельники обыскали карманы последнего и похитили ключи от его квартиры и машины. Находкой тут же решили воспользоваться. Приехали к нему домой. В квартире никого не было. Смотрю на кухне плазму, взял плазму. Вместе с телевизором прихватили и продукты. Все продали. Потом решили продать и машину потерпевшего. Его все это время насильно удерживали в квартире, в которой и пили. За его освобождение они требовали доверенность на автомашину для дальнейшей ее продажи. Однако потерпевший смог убежать, когда злоумышленники уснули. В полиции о подозрительных травмах сообщили врачи, к которым обратился мужчина. У него был ожог на грудной клетке и множество других телесных повреждений. Подозреваемых задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Рамиль Шайдулин, вызов 112. В Казани сплошным проверкам подверглись междугородние автобусы и такси. Рейд был совместной автоинспекции и управления автодорожного надзора. Если первые смотрели на техническое состояние подвижного состава и соблюдение правил перевозки пассажиров, то вторые проверяли, имеют ли право автобусы вообще возить людей. Этот автобус может совершать незаконный. Первый же остановленный автобус и сразу одно из самых серьезных нарушений. Разрешения на пассажирские перевозки у водителя не было. При этом ездил из Казани в Заинск и обратно по 3-4 раза в день. В отношении его уже ранее были составлены административные материалы. Однако перевозчик также все равно продолжает свои поездки. Легальные перевозчики, напоминают сотрудники управления автодорожного надзора, отправляются с автовокзалов. У них есть лицензии, все необходимые документы, и они несут ответственность за пассажиров. По факту незаконных пассажирских перевозок возбуждено административное дело. Транспортное средство будет помещено на охраняемую стоянку на период проведения административного расследования. Водителю теперь грозит штраф до 5000 рублей, юридическому лицу до 300. Крайними остались пассажиры. Заплатив за поездку, до Заинска они не доехали. Вас не выгоняют, вам говорят, вот там автовокзал, идите на автовокзал, и получаете, оттуда отправляйтесь. Всего проверили 23 автобуса и 35 автомобилей такси. В списке нарушений езда на технически неисправных машинах, без документов, с непристегнутыми ремнями безопасности, нарушение правил перевозки детей и ряд других. Алия Хайрудинова, Станислав Яковлев, вызов 112. Это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 9869 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии был Матвей Опросин. До встречи. Не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.